Храм новомучеников-исповедников российских в Чебоксарах. Звучит молитва «Отче наш» на чувашском языке. Муниципальная певческая капелла «Классика» открывает хоровой собор, который проводится в рамках 3-го международного фестиваля-конкурса «Соловушки». А это тоже «Отче наш», но уже в исполнении детей. Вокально-хоровой ансамбль «Вербочки» школы искусств села Комсомольская, коллектив светский. Но руководит им матушка, жена священника Ираида Спиридонова. Сегодня в храме 11 хоров, 200 певчих, большинство из которых дети. Задача перед каждым коллективом – исполнение церковных или духовных песнопений. Молитву «Огнепарфени», греческий православный гимн Пресвятой Богородицы, написанный святителем Нектарием Игинским, поет хор девочек «Акварель» из столицы Удмуртии. Они учатся в Ижевской детской музыкальной школе имени Чайковского. А это хор мальчиков и юношей Соловушки Вятки. Они представляют детскую школу искусств номер 11 города Кирова. Не все мальчишки, но часть из них поет в храмах Вятской епархии. «Благослови, душе моя Господа», знаменный распев, изложение архимандрита Матфея Мормыля, 48 лет прослужившего в Троице-Сергиевой лавре. С особым распевом, который звучит в главном монастыре России, справляются юные певчие из Кирова. Мы пытаемся петь литургии, мы пытаемся петь в храмах, да. Несколько юношей вот, с преподавателями мы выезжаем в наши храмы Вятской епархии и поем литургии. Я всегда детям говорю сейчас всем детям, независимо, где мы поем, в храме или мы, допустим, поем концерт, я всегда говорю: дети, вы занимаетесь уникальным делом. Вы занимаетесь хоровым искусством, и вы дарите людям свое добро, свое искусство через живое общение с человеком. Вы дарите. Этого сейчас, к сожалению, нет. Этого сейчас совершенно мало. Сейчас идет в телевидении, где под микрофон поют различного рода песни, да, разные личного содержания. А вот непосредственного общения нет. Я говорю: дети, независимо от того, вы поете либо литургию, либо вы поете концерт, если хотя бы у одного человека в глазах появилась слеза,
значит, вы спели хорошо. Если ни у кого не появилось слез, значит, мы с вами спели плохо. Главным организатором международного фестиваля конкурса «Соловушки» является Чебоксарская детская музыкальная школа номер 5 имени Филиппа Лукина. Идейный вдохновитель – художественный руководитель муниципальной капеллы «Классика» Александра Васильева. Не одно десятилетие капелла поет в храмах Чувашии в главные православные праздники, а в музыкальной школе Александра Николаевна руководит хором «Соловушки». Фестиваль – мероприятие светское. Но как организаторы, так и педагоги и участники понимают, очень важно, чтобы дети пели в храме. Поэтому один из дней фестиваля всегда церковный. Фестиваль наш организован в 2007 году, в первый раз. И к нам в гости приехал один коллектив из Подмосковья, но праздник получился настоящий. Ребята загорелись, руководители увидели. И вот пошло в этом году, можно сказать, нам 16 лет. Но начиная с первого нашего фестиваля 2007 года мы обязательно участвуем в духовном соборе. Это привлекает, потому что продолжается вот это вот самое возрождение духовной составляющей духовных песнопений. Те, что звучат в храмах. Ведь каждая картина должна висеть на своем месте. Каждая песня должна звучать на своей сцене. А духовные песнопения, а капельное пение – это пение, где недостаточно просто чисто спеть, техничным быть, но надо еще что-то вот изнутри, чтобы ты почувствовал, чтобы ты вложил в эти слова и в свой голос. Пение в храме открывает глубину души человека, даже самого маленького. Понять это смогли все участники хорового собора. И это прекрасно знают как учителя, так и ученики воскресных школ. Вокальный ансамбль воскресной школы Цивильского Тихвинского монастыря поет на богослужениях в главном храме обители. На каждой воскресной литургии в Введенском соборе поет этот молодежный клирос. На фестивале «Соловушки» воспитанники воскресной школы выступили совместно с учащимися отделения ускоренного обучения для взрослых Чебоксарской детской музыкальной школы номер 2 имени Василия Воробьева. Кроме церковных песнопений, на хоровом соборе исполняют и духовную музыку. К таким произведениям относится кант «Даруй, Боже, благодать». Его приготовили к хоровому собору два чебоксарских коллектива – воспитанники воскресной школы Спасо-Преображенского женского монастыря и Введенского кафедрального собора. Даруй, Боже, благодать, никого не осуждать. Хуже всех себя считать. Даруй, Боже, благодать, свою леность
Хочется, чтобы обязательно такие фестивали повторялись. Такие мероприятия, как хоровой сегодняшний собор, безусловно, нужны для того, чтобы дети почувствовали Божий храм, чистое Божье Слово. Детская душа, она была невозможно приятна и одухотворена таким пением и присутствием здесь, в Божьем доме. Как к этому отнестись? Как к концерту? Ну, наверное, в какой-то степени. Но все равно мне кажется, что это была общая молитва. Это была единая молитва, в которую погрузились все присутствующие, и хор мальчиков, и хор девочек, и профессиональный хоровой коллектив, который открывал. И это были только духовные песнопения, и это была действительно единая общая молитва. Но большая ответственность не только у детей, но и у меня, и особенная духовная радость от этого праздника, который сегодня, безусловно, наполнил все наши сердца. Это торжество детских, чистых, полетных голосов, которые, безусловно, своей внутренней духовностью, молитвенностью ближе к Богу. Завершился этот особенный концерт под сводами храма гимном, прославляющим духовных основателей столицы Чувашии. Это святые Гурий, Герман и Варсонофий Казанские. Хоровой собор состоялся накануне празднования Дня их памяти.